Так, всем привет. Сегодня будет Малрин на шейкере, мейджор команды Falcons. Аспект вы всегда берете на радиус Aftershock по закупу 5 веток танго. Если стоите в матчап, в котором вы когда размениваетесь, в пака какого-нибудь, допустим, то можете взять фейрик, чтобы там, иметь П, так скажем, дополнительное. Ничего не качает, чтобы вдруг, если что, вкачать фиссуру и запереть героя на ФБ. Если нет, то придет на линию там со вторым спеллом просто и все. Матчап Monkey King не самый приятный, поэтому в такой матчап нужно просто оттягивать на себе линию и стоять максимально близко к своему тауру. К ранжу на такой линии не подобраться. Из вариантов только терпеть там до левела 3-4, когда будет фиссура, чтобы ранжа там контестить спокойно. И до этого времени единственное, что можно делать, это со второго спелла добивать крипов и МБ даже донатить кого-то. Второй спелл всегда вообще в любой абсолютно матчап оставляется в единицу, потому что единственное, для чего нужен второй спелл, это чтобы добивать крипов и иногда, может быть, размениваться как-то с челами. Для того, чтобы добивать крипов и иметь тычку больше, чем любой герой там в игре, достаточно первого спелла в один. Поэтому дальше вы максите просто Aftershock с фиссурой и кайфуете. На шейкере можно к врагу по тауэр пойти, потому что с тотемом можно крипа любого донатить. Вот. Как и делает Малрин. Просто стоит, терпит, к пачке не подходит, ждет, пока там ботл пролетит. Пачку переиграть в падлу. Ну вот сейчас он на МК палку дал, может подойдет, чтобы переиграть аккуратненько нам. И сейчас крипа попробует заднать, наверное. Не будет. Вот и аккуратненько просто ставит пачечку. Вот. На третьем берет фиссуру, потому что тут, матчап, где нужно вот так вот, когда фиссура будет отдавать, там, чтобы крипов контестить и там, не давать себя убить, допустим. В дефолтный матчап на третьем уровне лучше Aftershock взять, чтобы было больше урона, и там вы сможете крипов контестить, и все такое. И фиссуру качаете только уже на 4-м левеле тогда. Теперь, как уже есть ботл, есть фиссура и, все спеллы вкачаны, просто в такой матчап нужно подходить к пачке и делать вот как Малрин, нажимать первый, второй, забирать ранжа, забирать там потихонечку оставшуюся пачку и впушивать ее просто, и все. Там линия будет туда-обратно шататься, пока и вам будет нормально стоять. Если линия будет стоять на одном месте, то будет в тяжелый матчап неприятно. В МК, вот в такие матчапы, как МК, СФ, Лишрак, там, в героев, от которых нужно убегать, после батла сразу же несете тапок, если матчап не такой, и челы спамят, то обязательно нужно покупать стик, так как здесь у него, МК нажимает только палку там раз в минуту, он стик, скорее всего, возьмет только после блинка. У вас единственный переходной айтем, который может быть между тапком и блинком, это иногда Soul Ring берут, просто чтобы, покачаться. Но так, можно это делать и без него. Потому что просто маны не хватает. И если еще фримит у вас, то можно взять фейзы, просто чтобы чела уничтожать. И по карте быть мега мобильным и без этого самого блинка не копить на него 2000. Если дефолтная игра, то вы просто бегаете с горящим тапком, стиками и батлом. И, покупаете блинк там на минуте 9-10 и идете его реализовывать сразу же.
сразу же идет на базу, там в миду, конечно, умерло пару крипов, но он все равно к ним бы не подошел, поэтому летит на базу, обновить сейчас Сеопс, к пачечке подходит чисто под КД фиссуры, чтобы дать фиссур добить пару крипов, и дальше уже это как Aftershock в 3, он уже будет очень больно по крипам делать. Сейчас даст фиссуру, наверное, и на активку побежит, либо дождется второго спелла и на активку побежит. Опс такой поставил, потому что у него Рубик в миду был, и, ну, он это видел, но ему при этом нужен сюда какой-то вижен anyway, чтобы видеть, ну, этого самого Рубика и вообще вот эту вот зону, чтобы она черная не была. И из-за того, что он видел тут Рубика, очевидно, что куда-то сюда он в центре поставил, и вот такой дефолтный стряк этот опс, ну, не достанет. Но на Рубике прокликал, видимо, шейкера и увидел даже такой опс. Но, ну, в целом, опс вот так вот близко к себе тыкать это норм. Просто если вы там терпите в миду, и вам нужен хотя бы какой-то вижен. Ну, грустно, что его сняли, конечно, моментально. Афтершоком, ну, зная дэмэдж Афтершока, можете себе там по КД помогать им, крипов добивать, пачку впушивать и так далее. Ну и берет, соответственно, фастблинк, просто чтобы пойти там их осламить жестко. Идет сразу же на базу. Глимпсанули, к сожалению. Фиссуры стараются ограждать, ну, проходы вообще, ну, насколько это возможно. На шейкере, на самом деле, без активок, когда вот такая вот игра, где очень тяжело выйти на линию, на шейкере очень скучный геймплей, потому что герою подобраться невозможно без активки, то есть там вот. В стаке, кстати, можно их ислам спокойно нажать, вот он сейчас ведет и нажмет их ислам, наверное, да. Вот. И, ну, геймплей достаточно скучный до блинка, потому что буквально до героев добраться невозможно. И приходится вот так вот просто бегать на базу по КД там и бить 2 кемпа в минуту. Такой вначале скучноватый геймплей, но потом уже будет намного интереснее. И, ну, на шейкера вообще забудьте про гним, забудьте про то, что нужно максить второй спелл, потому что это, ну, с агонимом у вас такой более физический шейкер, а с билдом через там Блинк, Кавияшу, Акторин, Травела условно. Это магический шейкер. Во-первых, на шейкере таком вы шотаете пачку и без агана, то есть вот, допустим, там, ну вот сейчас 10-я минута, у него фиссура в 2, Aftershock в 4, он просто нажмет фиссуру второй спелл, там даст тычку и пачка умрет. Уже с макшенной фиссурой пачка шотается. Вот, ну, и там с определенной минуты еще какая нужна вроде как, вот. И все. А со вторым спеллом вам, чтобы, ну, там, норм качаться, если вы максите его, нужно аган покупать. То есть вы покупаете себе Блинк, Аганим, ну, и все, и только потом у вас пачка шотается. Быстро. Ну и плюс, когда вы максите второй спелл, у вас фиссура не дамажит. И кдшится намного дольше. Уже с блинком начинает как-то активно играть, помогать команде, открывать вышки. Хочет тэпнуться на морфа, чтобы со слэма его убить. Бывает всех, аккуратненько нажимает, ну, все кнопки правильно. Всегда у вас прокаст идет, ну, блинк, слэм, фиссура потом, чтобы максимально задеть максимальное количество таргетов. И, ну, и только потом уже второй спелл тычка. Еще вообще уже ближе там к лейту, ну не к лейту, мидгейму, когда у вас второй спелл тоже, ну, нормально вкачан, всегда старайтесь
там жать второй спел перед прыжком, ну, за, ну, вот, 5-6 секунд до прыжка, чтобы вы прыгнули с слайма, дали тычку усиленную, потом нажали фиссуру, потом опять нажали второй спел, и получается у вас будет 2 усиленные тычки. Вот. Здесь, ну, вот сейчас он так не делал, когда в боте был файт, потому что, ну, еще, ну, это как бы не нужно, потому что у него, во-первых, урона уже, ну, не так много с вторым спелом в один. И плюс, даже если этот урон, ну, нормальный, то, ну, по отношению, допустим, к сапу какому-нибудь, то он и без этого второго спела спокойно шотает героев, и поэтому ему не нужно просто им спамить по КД, потому что у него мана просто закончится. Вот, и поэтому он так не делает. Ближе к лейту лучше уже так начинать делать. Вот еще, когда вот в миду, когда качаетесь, ну вот именно вот когда вам нужно качаться, вот тоже очень полезно то, что вы вот бежите, нажимаете второй спел, даете тычку, потом можете побежать, можете блинкнуться вниз, и жмет второй спел, потом бежит, ну, опять можно сагрить двух этих, два кемпа, и нажать второй спел там посередине, и все умрут. Он дальше купил себе фейзы, просто чтобы быстрее бегать, и, ну, плюс армор, плюс урон. И, ну, на самом деле фейзы берутся не так часто, и берутся они в основном после блинка, ну, иногда и до блинка. Вообще, зачастую в играх лучше взять Каю, чтобы, ну, покачаться, и была мана бесконечная, и потом сяпнуть травела просто. Вот, но так как здесь игра, ну, такая, они темпят, игра достаточно активная, за 15 минут 15 киллов, вот, поэтому он берет все фейзы просто, чтобы активно играть. Вот. А травела берутся там, ну, типа, третьей шмоткой, просто чтобы в игре, где нужно, ну, там, сплитить, просто качаться и так далее, там, просто там одну линию засплитили, тэпнулись на травелах, пошли, там, другую линию засплитили, либо килл какой-то сделали. Вот. А фейзон берет, потому что он темпит, он бегает вместе с командой, поэтому ему тэпаться на травелах никуда не нужно. А если, ну, можете вообще в пабликах фейзы никогда не брать, всегда брать травела, потому что, скорее всего, в паблике у вас фейзы реализовать не получится, потому что вы всегда будете, ну, зачастую делать мувы там в соло, либо там с плюс-сапами, и прям вот так вот темпить, как тут, не будете. Ну, если хотите, можете это играть, конечно, но мое мнение, что если там вы в пабликах играете, лучше покупать травела и бесконечно сплетить линии, иметь миллион нетворса и иметь, ну, огромную мобильность. А фейзы, они просто дают, ну, то, что вам в файтах легче передвигаться, и, ну, и армор дают просто, и все. Аккуратненько они забирают по одному объективу, то есть они никакие драки бесполезные не форсят, никакие смоки, потому что пока что это не нужно, так как они сильнее. Они типа сначала вот здесь тауэр открыли, потом здесь тауэр открыли, потом пошли мид тауэр открывать. Дальше уже хотят играть в топе. Во-первых, отжать вот этот большой лес, чтобы его не фармил никто из врагов. Из энеми, и они зажимают, то есть их по карте аккуратненько вот в этой зоне. Вот. И получается, потом хотят просто сломать вот этот Т2, забрать Торма, уже потом там гейтануться и пойти забрать там у них Виздом, этот Т2, там и Рошана, и вот что-нибудь такое. Вот. Ну, есть еще Варик, сейчас тупо впушить линию и забрать Рошана, но они таким драфтом как будто его не очень быстро заберут. Поэтому лучше поиграть в топе и вытеснить оттуда морфа, чтобы он не качался. Да, вот они отжимают у него лес просто. Еще и ТП ему сбили, сейчас убьют его, скорее всего. Вот они просто отсюда выгнали морфа. Он еще и без ТП. И, ну, теперь у них мега комфортная игра, потому что морфу абсолютно теперь нечего делать на карте, потому что он и так был 0-2 с линии. Теперь он 0-3, и у него, ну, просто негде играть. У него топ отжали, его плюс убили. Убили после ТП, в боте у него, ну, качаются другие герои. Поэтому делать, к сожалению, нечего ему.
Убили Морфа, больше им, ну, опять же, пока что они никакие объективы забирать не могут, поэтому они никакие драки не форсят и просто играют аккуратненько, зажимая, ну, пытаются зажимать врагов по карте и просто качают свои шмотки. Вот, ну, там на этом... На Бресте, к сожалению, поставился вот здесь вот под арену МК. Вот, и за это умерла вся команда Radiant. Но в целом они просто хотят вражеских героев растягивать по карте, сплитить линии и не давать им нормально качаться. Вот. И драки никакие не форсят, потому что они еще не настолько сильные, чтобы там подраться 5х5 и отдать 0 героев, и потом спушить что-то. Плюс сейчас еще, ну, враги очень быстро рисуются. Поэтому они пока что просто ждут свои шмотки, и максимум, что какие киллы они делают, это вот такие вот загулявшие соло-киллы, там буквально они это, ну, 4х1, 5х1, 3х1 делают, и все. Они никуда не идут там форсить драки 5х5, аккуратненько играют. А Марчик только подводит, к сожалению. Но он просто мид сплитил. Вот. В это время по 20-ю, ну, все стакусы в топе остаются, там толкают линию, идут быстренько, забирают Торма. После этого можно гейтануться, спушить, ну, распушить бот. Может быть, отжать виздом у врагов на 21 или просто, ну, пойти играть под Рошана. Одно из двух просто. Вот, линию впушивают с полами, чтобы не раздравилиться быстренько. И бегут на виздом просто под 21. И, возможно, тут найдут кого-то фармящего. Да, вот находят Морфа. К сожалению, под ним был Дизраптор, и удалось убить только Дизраптора. Морф выжил. Team Spirit прочитали мув этот. Но в итоге все равно получилось хорошо, достаточно. Убили 2 сапов. Вот в активной игре еще покупаете шард, потому что в файте нужен, ну, вот это вот, как сейчас, очень сильно помогла вот эта фиссурка шардовая. Вот. И он по ней прошелся просто. Вот. В активных играх, где по КД какие-то файты, эта фиссура очень помогает от челов мансить. Поэтому шард это, ну, must-have шмотка вообще там в каждой игре почти. Вот как только вы начинаете делать какие-то мувы, то есть буквально там покупаете блинк, плюс одну шмотку, и у вас, ну, всегда шард идет. Потому что, ну, прям шмотка очень сильная. И помимо того, что она дает ходить по этой борозде, она еще и при применении любой способности вдоль всей фиссуры применяет авторшок, то есть, ну, станет, соответственно, всех. И плюс, когда становится меньше. А это для вас очень полезно, потому что, то есть, вы сможете чаще давать эту борозду в файтах, легче вам будет сплитить линии, и, ну, это какой-никакой дополнительный контроль и дополнительный такой, ну, преимущество в файте за счет того, что вы мансите по нему. Вот дальше, ну, как я говорил, просто там отжали визитом, забрали Рошана. И теперь просто опять сплитят линии, зажимают врагов по карте и качают свои шмотки. Сейчас будет там, ну вот на шейкере Кавьяшу докачивает, потому что это даст ему и МС, и урон, и ману, и плюс он будет кастовать спеллы быстрее. Там на ДК сейчас добьет БКБ, вот, и там на Бресте Сию. И они уже вот с этими шмотками пойдут игру заканчивать. Пока этого нету, они просто качаются, сплитят линии, ну, и не форсят никакие драки. Тут Итора, конечно, очень сильно ошибся, но... Ну, и поэтому его за это наказали моментально, вот сразу же дается миллион телепортов, он еще зачем-то вейф отдал. Вот так вот в тупую, очень странно. Мозг выключился, видимо, в моменте. Вот. И все. Выбили еще БКБ с беста. Можно почейзить попробовать.
На чейзит забирают дизраптором. И все, и теперь, ну, опять идут качаться, сплисить линии, никуда моментально не смокуются, никуда ни за кем не идут, не идут инста-форсить Т2. Сначала нужно отпушить бот, который, ну, был впушен в их сторону, отпушить мид, отпушить топ, и только теперь, возможно, пока у Биста, из-за того, что у Биста нету БКБ, они смогут пойти бить мид Т2, как они там вроде делают. Вот, то есть, если бы у Биста было бы БКБ, они бы это не форсили. Ну, и еще, конечно, Эгис есть, но все равно. Вот, и пошли они драться просто потому, что у них появилось преимущество, потому что у них Аегис, и плюс Праймал потратил БКБ, Морф был в таверне, и Праймал там еще без ульты вроде был. Вот. И поэтому они себе смогли позволить вот так вот идти форсить. Но все равно даже с таким преимуществом, то есть из-за того, что, ну, они заходят через мид, даже с учетом вот этих всех преимуществ, они все равно еле-еле тут всех убили, хотя они в миллион раз сильнее. Еле-еле тут выжили, там, ну, почти все, ну, 3 героя на лоуресах было, вот. И это просто, ну, вот, потому что это мид Т2, его очень тяжело забирать. Дальше забрали Т2, ХГ форсить не идут, идут опять же обратно, сплищивают линии и ждать какие-то опять пауэрспайки, либо ждать какой-нибудь опенфраг. Вот. Здесь на шейкере покупает Ион, потому что в него будет прыгать там Primal Beast какой-нибудь, его будут пытаться убивать за контроль, но тут, ну, он себе купит просто Ион, и поэтому его не смогут убить за этот просто контроль, и он будет выживать и давать свои кнопки. В играх, где, ну, вот нету таких героев, которые вас просто будут джампить и вносить вас 100 урона, ну, тут не только сам по себе бист не такой страшный, тут просто прыгнет бист, прыгнет МК с шарда и закатится морф. И этого шейкера сотрут просто. Вот, поэтому все он покупает. В дефолтных играх вы берете себе, если у врагов есть много контроля, то берете БКБ. Если у врагов нету контроля, то берете сектрин просто, чтобы хаслам кадашился очень мало. По талантам берете всегда левый-левый, правый-правый. Потому что они, ну, это таланты на ваши основные спеллы. Дальше просто идет кач, зажимает врагов по карте. Ничего не форсит, хоть они сильнее, все равно, ну, не рискуют. Качаются, ждут Айон. Еще есть фишка с Айоном, то что, чтобы из вас его там как-то случайно не выбили, допустим, можете заблокировать сборку Айона этого самого. И в момент того, как вас нападут, его, ну, собрать, и он прокнет. А если будет дефолтный факт, где из вас просто выбьют много ресов, то, ну, чтобы его случайно не выбили. Вот. Малрин такую фишку не использует, потому что, опять же, это турнир, профессиональная игра, поэтому тут, если челы прыгнут, то они, ну, 100% этого самого шейкера убьют, и тут не будет каких-то, ну, рандомных прыжков этого самого шейкера, плюс тут все идеально держат позиционку и идеально расставляют, ну, позицию в файте, кто каким идет, стоит и так далее. Поэтому это просто для шейкера, для Малрина просто дополнительное напряжение с этого разбора Иона. Вот. Но в целом, если играете там паблик, просто там против какой-нибудь SF с хиксом условно, то можно и взять без проблем. Под Аркейном прыгнул в МК, не продлил что-то вторым спелом вроде, контроль. Но это все равно для него хорошо, потому что у него ХСЛМ под Аркейном быстро откдешится. И плюс, ну, он выбил из МК БКБ. И этот самый МК без БКБ не сможет нормально драться, потому что он либо не сможет поставить арену, либо если эту самую арену поставят с дерева, то, ну, там просто нажмется фиссура, там второй спел, и чел. Все челы уйдут, короче. Вот, поэтому получилось нормально, короче. Вот дальше, опять же, не форсит ХГ. Идут искать, там, ну, обратно отпушивать мид и бот, и искать вот здесь вот таких вот загулявших врагов, как Рубик. Вот, спасает, кстати, Айон, этого шейкера самого.
Еще Морф поставляется. К сожалению, за шедевра фиссуры Бристлбэк с Рубиком пройти не смогли. Вот. Так бы там Морф сдох. Вот в итоге чисто из-за покупки Айона они здесь спокойно выиграли файт, выбили бай на Дизрапторе, всех убили. У них при этом умерли только сапы. И сейчас будут просто по боту заходить, заканчивать игру. Вот. То есть они просто выиграли за счет того, что покачались, аккуратненько зажали врагов по карте, не форсили никакие бесполезные драки. И, соответственно, просто снесли Team Spirit. Дрались только под объективы, только под пауэрспайки и так далее. Вот, ну, как я говорил, вот он уже в лейте начинает заранее жать тотем, видит Monkey King в боте, нажимает тотем, ждет КД тотема, нажимает ТП, и в итоге, когда он прыгает, ну, там, к сожалению, 0,1 секунды не хватило, но задумка была вот как раз-таки в том, чтобы он прыгнул в челов, ну, вот на ХГ и дал им даблтычку просто. Вот. Ну, там буквально 0,1 секунды не хватило, и поэтому не получилось даблтычку дать. Вообще, по идее, если бы он прыгнул с Эхослэма сразу, то он бы успел дать эту самую тычку. Вот, ну, дальше просто идет снос там сторон. Морф пытается просто в трон в крысу зайти. Шейкер ему мешает, и пока его команда просто заходит врагам в трон. Умирает МК, но сбавим. Морф без БКБ, поэтому тоже, ну, умирает. 2 байбека, сейчас они сдохнут и напишут ГГ. Вот. Вот такая каточка получилась. Пишите к нам, кого следующего записать. На шейкере просто сделал очень много импакта, хоть и был несложный, точнее, сложный матчап. Сложная игра, но все равно просто покачался, купил нужные шмотки, реализовал их и спокойненько выиграли игру без шансов для Team Spirit. Всем